Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. У себя в эфире, дорогие мои друзья. Алейкум ассалам. Всех. Дай Бог всем вам здоровья и счастья земного и неземного. Чтобы все было у вас всегда хорошо. Алейкум ассалам. Да, я закидывал в сторис, по крайней мере, мне прислали ответ по этому вопросу. Я прошу уже, альхамдулиллах, Умар, уже немножко лучше, понемногу уже прихожу в себя. Я закидывал вам про эту машину, у всех сейчас в WhatsApp гуляет вот это видео. Я хочу, чтобы вы знали. Есть еще второе видео, якобы там труп молодого парня, который говорят, что его нашли недалеко от этого места. Это все неправда. Прошу вас не распространять эту ложь. Это фейк. Это просто... Этот человек умер совсем в другом месте. Это не относится к этому случаю никак. Этих ребят посадили, задержали следственные органы, поэтому родственники просили уже не распространять, уже все насчет этого известно. Поэтому не раскидывайте по WhatsApp труп, который показывает якобы, что этого парня нашли мертвого. Это неправда. Это совсем другой случай. Это можно было понять и даже и без этого, конечно, потому что сразу видно, что это разные периоды, разные места, погода абсолютно разная. Если бы его нашли бы там же, можно было понять, что там снег, и совсем по-другому было. Поэтому, чтобы было понятно, чтобы вы знали, это абсолютно разные два инцидента, которые произошли. И Вельчун Далгеш Дойл, но прошу вас не раскидывать, уже родные и близкие знают, где эти люди. Они, поскольку, если я правильно понял, они задержаны следственными органами. Вот, и люди просили не раскидывать это видео, уже все известно. Вот такая вот ситуация. Да, это то самое видео, которое все раскидывают подряд. Да, сегодня появилось, наконец-то, многие спрашивали, куда пропал Хасан, особенно вчера в эфире спрашивали, куда пропал Хасан Бакаев. У Хасана Бакаева вышла новая серия, как вы знаете, да, на канале Нохчи World, если я не ошибаюсь, Ермолов, и связи, кажется, и взаимосвязи то ли с масонами, что-то такое. Поэтому тот, кто наблюдает, ждет, слушает лекции, видео лекции Хасана Бакаева, можете посмотреть.
Поэтому вот, Башлам, сегодня 2 золота по борьбе ногти взяли на чемпионате России. Элама диктует, да? Да, я Беркет и да, это хорошая новость. Это великолепная новость. Каждая золотая, серебряная, бронзовая медаль для наших спортсменов, для нас всех это очень значимо, очень важно и нужно. Конечно, мы в основном работаем в направлении спорта, там военное дело, но мы надеемся, что в будущем все больше и больше у нас будут и награды, и золото, и в других номинациях, не только в спорте, но и непосредственно очень на это надеюсь, что и у нас будут лауреаты и претенденты на непосредственно Нобелевскую премию. Вот. Ютубовские братья Ибраим Дайрес Хил, что подключил наших братьев, сестер из Ютуба. Да нет, почему? Запросы я принимаю каждого, кто отправляет запросы. Запросы, когда приходят, я принимаю. Сообщения, которые приходят по Инстаграму, в основном зачитываю. Просто есть некоторые вопросы, которые позже приходят. Если приходят через PayPal, тоже зачитываю. Так что единственное, что у нас не приветствуется, это мат, оскорбления, бескультурная такая, безнравственные речи, бескультурные речи. Мы их, конечно же, не будем озвучивать и зачитывать. Дересхел. Нет, конечно, я сейчас постараюсь сегодня ответить на ваши вопросы, если что интересно, если кто-то придет в эфир, тоже приму, а потом уже долго вас мучить не буду, чтобы вы могли отдохнуть, поскольку я обещал, что сегодня будет эфир, я, как говорится, свое слово сдержал. Конечно, отвечаем на вопросы, которые есть, никаких проблем нет. Нет, мы можем зачитывать, конечно, зачитать пару страниц с книги, конечно, это тоже не проблема абсолютно. Башлама Азмарела. Да, Дуэл Бренд Майер. Я не против. Не сон ли это? Нет, не сон. Я, по крайней мере, точно наяву, а не во сне. Гургал, Наиб и мама. Да, конечно, аватарки сильные. Максимально пытаемся ответить, конечно же. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Медный дал Везилха. Бурбонов 3 семерки. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Я же не терялся, я же сказал. У нас были небольшие технические неполадки, а так я на связи, я пишу в основном.
Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Кофе. Интересно, Адык разобрался, как подключиться к эфиру? Не знаю, честно сказать. Нет, камеру не купил. К сожалению, Брендмайер не купил. Не смог я. Пытался собрать, но никак не был. Guten Abend. Guten Abend. О, разведчик Ламаро пришел. Салам. Друг Черто и Рамазотти. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. На ютубе Нахчи World напиши, сразу Хасана увидишь. Ну, этот канал увидишь. И если бы... Алейкум ассалам. Если бы запрос пришел бы, я бы его принял, вы же видели вчера. Ассалам алейкум, Башлам. По какому виду спорта выиграли золото и где именно? Выиграли 2 спорта по вольной борьбе. 2 золота. В каком городе, я не знаю, Гуно, Хатес, Гуно, в каком городе выиграли золото они? Это другой Луамаро. Не знаю, другой нет. Но он очень похож на него. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, выжи. Братья. Из старых воинов у меня Ибра, Аиса, пару человек. Маршал заходит. Нет. Башлам, почему у Мартанхуа отдельный, необычный диалект, хотя он... Да нет, у Мартанхуа это обычный плоскостной диалект. Я бы не сказал, что у них отдельный. Абсолютно нет. Не в школе декабристов преподносили как героев Робин Гудов. Оказывается, они были масоны. И я. И Джузи, да. И я того же мнения. Таня тоже заходила и пропала уже. Я не знаю, запрос отправили, я принял. Видать, просто ошибся. Брат наш, Кавказ, мир. Это не в клубе было, это в машине. Я все-таки не диалект, я бы сказал, говор. Шалинский говор, Урсмартановский говор, Натеричный говор. Казахстан, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, Башлам. Если Саид Сахмад узнает, что Таня заходила, всех велгучу эфире. Саид Мухаммад обычно очень сильно любит кидать. Ну да, в принципе, если узнает, что Таня зашла в эфир, он, конечно, может. Он любит покозырять у нас. Дон Жуан Хуан Маринос. Говор и ночи два, что и дать.
Конечно, нет. Исрапил. Исрапил был вроде бы вчера или позавчера тоже. Башлам, я сегодня обидные слова услышал. Нохчиуса. От кого? От кого ты услышал обидные слова? От меня? Вроде бы я никому обидных слов не говорил. Я вообще человек, по сути, очень мирный. На бирже Беркуте замечаешь, что у них свой говор или диалект. Говор. Не знаю. Я на бирже не бываю. Никогда почти и не был. Бау. Говор. Не говор, а говор. Почему, когда вся Чечня говорит палбу, Мартхал говорит палбац? Не знаю. Спросите у лингвистов. Это, походу, не столь значимо для общей нашей истории. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Саха Машу. Он хадис, вы же знаете, трафик Даханел Хулхулду. Башлам, скажи этому парню, что у русмартановских перекупщиков авто вообще другой диалект. Я думаю, он и так увидел это. Надеюсь, по крайней мере. Не знаю, европейские новчи в последнее время что-то немножко в эфире у нас активность потеряли. Но это не обозначает, что их нету. Они, конечно же, есть. Но их меньше, чем раньше. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Değildi adartsun Сисар и Ахчгайт Диеш. Не знаю, о чем точно на рынке машин тоже так. Волна отца тектонический толчок мою. Не знаю. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Пал буйбаться не знаю, но Мартан Хуадик наху. Салам алейкум ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Башлам в Панкисе с большой буквы в разных селах, как говорят по-разному, ощутимо это получается говор. Да, диалект кистинский, а говор может быть разный. Башлам, он, твой друг, вчера хвастался европейским подгоном, а твой шоколад не хотел. Не знаю, кому там что подогнали, кому что отдали. Я не получал ни от кого, кто там скушал шоколад, не скушал. Кому там бабки дали, не дали, я не знаю, честно сказать. Я простой, мирный человек, вполне себе даже надеюсь, что адекватный. Вот, сейчас, подождите минуточку. У кого там что, не знаю. Редко что читаю. Кидальщиков я, конечно, запоминаю, но друзья, ничего. Все мы все отдадим в судный день. Квантовый толчок бая. Сосагат Шварц вообще. Я не знаю даже, о чем Башлам. Это я харкертинг шюк и пенза тюх. Бажниш тхоухир.
Ерплакат. Не понял. Это был чемпионат России в классической борьбе в городе Суздаль. Чемпионами стали двое ногчи. Это Ибрагим Лабазанов, 63 килограмма, и Манцигов, 77 килограммов. Вот написали, наш брат Шаройский Волк написал нам Суздаль. В городе Суздаль прошел чемпионат, и стали двое ногчи, завоевали золото. Далде Аберкативела, далде Дайла Машка Халабол Пурбуатца. Не завидуем башлам, должникам твоим и моим тоже. Элая, не переживаем. И Суздаль, интересно. Ты про это говоришь? Она есть. В принципе, конечно же. По крайней мере, пока разнообразие этой книги очень привлекает, затягивает. Всегда хер без двашек салам маршал до массерга. Массер нахил Аллах рез. Дюл кир вежреш нохчи вежреш к массерг салам маршал до. Дала этто бойл. Дала декенс бирхан бойл. Дала иштиях йош дюнал дорша. Қида даха дадага пурбалуэл. Частично кистинцев выслали, частично. Не всех, а частично. По этому вопросу мы разговаривали, спрашивали. Так что частично выслали их. Не всех. Ну, алейкум ассалам. Умдерес хил. Я знаю, сейчас большая проблема. Дюлькир وجرشكا تاعت проблемы يخاصون سيورتي خزنيا سنجو مسار حقيقة инсюга информации مسار дайс куши تاجو башлан в будущем совместно с Хасаном эфире хирдуитха. Если Хасаны Инстаграм чуах страница ёж и хилах я хажару соцашеку я ца проблемы отсюда. Дюлькир чувежреши проблемы хасуна كيشنش سانة تاع كيشنش الله دلدل وعليكم السلام إلياس دلدل ودل الله توني حادة قناة تاع بد كيشنش دل الله دلدل يو حادة قناش تاع يقي بروبليم شو خا دل دقع дочки пора это бина ювадерс дуэль. Это, конечно, в 21 веке, что не дают. Сперва дали, а потом уже под разными предлогами отняли землю под кладбище. Среди мусульман такого, конечно, быть никогда не должно было. Я такие вещи, конечно, никогда не понимаю и не пойму, что за разговоры не дают людям места для того, чтобы захоронить. Тем более, что Дюльк Псидаха, это село находится в этом месте раньше, чем все остальные села вместе взятые. Это, конечно, очень несправедливое отношение к своим братьям не только по крови, но и братьям-мусульманам. Конечно, людям, которые ведут проповедь, пятничный хутбу, должны были об этом говорить,
должны были об этом довести до людей, и довести до главы региона, чтобы людям выдали землю для того, чтобы они могли хоронить людей. Чтобы в 21 веке такое происходило, тому такого у нас нету. Даже какая бы проблема ни была, таких проблем даже нету в Ауховском районе, которые до сих пор не могут восстановить свой район. Из-за Аллаха, я не знаю, как они должны, как они собираются перед Всевышним стать. Мне многие присылали, я понимаю, что это соседний регион, но поскольку я являюсь только лишь, как говорится, блогером, все, кто проживает в Сидахе, это 99% представителей нашего народа, которые живут там уже не какие-то 10-20 лет, там, живут 100-200 лет на этих землях. И такое несправедливое отношение, это не укрепляет братские отношения, не укрепляет мусульманские какие-то взаимоотношения. Можно говорить о политике, можно говорить о многом другом, но такие вещи, конечно, допускать никто не должен. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Дуэл кирвежриш кшапсида хирвежриш кижриш масарга мовчучу абеш и цаху шабачун и цегу шабачун духобочен ха-хашун дуаглашун шун переживать то шун. Вот. Вот. Одна ситуация была в Аухе такого рода, такого формата ситуация была, я помню, но это возникло небольшой эксцесс, возник с Юли, вот. Но даже его урегулировали. Здесь я помню еще при Евкурове выдали место для захоронения, выдали какую-то часть земли им, если я не ошибаюсь, я могу детально все не знать, а потом сейчас воспользовались то ли этим моментом, пересмотрели, переиграли, забрали из-под кладбища, которые дали землю, забрали. Вот такая ситуация там, непонятная очень ситуация, короче, вот так вот. Урарту, смотрите, насчет истории Урарту, урарской истории, не все так просто, поэтому нужно детально изучать. Это очень сложный вопрос, говорить однозначно, говорить, что это только наша история, хурицкая, урарская. Здесь нужно быть осторожнее с этими вопросами. Поэтому я не отрицаю, что нет, конечно, мы относимся к хуритам и урартийцам и уверены, что это часть нашей истории. Однако не все так просто, нужно вот эту косвенную связь доказывать максимально. Вот, поэтому не все так просто. Мы огульно говорить и называть это все наше было, это неправильно. Будьте осторожны со словами, будьте осторожны со своими гипотезами. Вероятно, возможно, нужно использовать, когда мы говорим об истории. Вот, поэтому надо больше читать, больше изучать и доказывать. Однозначно говорить, что только мы, это неправильно будет. Опять же, я же не отрицаю, что мы были. Конечно, были. Но говорить, что это только наше, что только мы там были, вот это я прошу с этими словами быть осторожнее. Мы должны анализировать, мы должны непосредственно работать, доказывать. Не просто так говорить, я знаю, что это мы, и все, ни больше, ни меньше.
Кто все? Я не знаю понятия слова войнахи, нету такого понятия. Нету этнонима такого, как войнахи. Это обобщенное слово, которое обобщает ингушей и чеченцев, ни больше, ни меньше. А так, дохчи и лова. Удины считают, лезгины говорят, что это относится к ним. Не-не, мы только мыться Бог. Ну, это да. Это да. Удины, если я не ошибаюсь, это одно из ветвей лезгинов. По крайней мере, они так говорят. Как удины, как рутульцы, якобы они относятся к лезгинам. Если я не ошибаюсь, конечно. Но сегодня они, конечно, будут себя считать, возможно, отдельными, но мне так объяснили представители лезгинов, что это один народ. Правда это или нет, не могу вам сказать однозначно. Это как раз-таки лезгины сказали, что это их часть народа. С удинами мне не приходилось, конечно, общаться. Надо посмотреть. Вот. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Башлам и нохчиц и мичтир хайол шивейн. Нох парамир народ. Да, там две версии. Это народ Ноя. От этого и появляется Нохчи. Другие люди этой местности, вот два трактования. Одна версия это что народ Ноя, другая, что это от слова нах, люди и чи этой местности. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, Закария Рамзан. Так, расскажи про фонему F. Вам про фонему F рассказывает генерал стратегического назначения сказочник Бузуртанов. Я про фонему F рассказывать ничего не буду. До определенного времени мы у себя в Чечне не использовали букву Ф, насколько я знаю. Да не вопрос, если вы, когда вы захотите, любой один из параграфов можем зачитать, я с радостью зачитаю, мне не сложно это. То, что я сказал, что сдержу слово, сделаю, все, что я говорю, я пытаюсь довести до конца. Да, никаких проблем с этим нету. Поэтому... Не знаю, иронизм это или дебилизм, но к нам это мало относится. Башлам, если представить независимости Кавказских республик, как тебе Кавказский союз, Кавказский государство? Я думаю, что это абсолютно маловероятно. Сейчас на Кавказе нету никакого единства
По Горской республике видно, что, конечно, многие проблемы, каковы были, как друг другу перетягивали, это не самое приятное, конечно. Но, к сожалению, Кавказ пока не готов никакому единению, ничего своего не производит. Экономически он нестабилен. Много минусов. Как бы я хотел или не хотел, но Кавказ не готов, по крайней мере, и без внешнего вмешательства не готов. А с внешним вмешательством это уже беда. Почему? Потому что внешнее вмешательство, оно всегда не для развития каких-то государств или каких-то союзных государств или там союзов. Внешнее управление это всегда делается во благо себя. То есть дестабилизация общей по границе обстановки, то есть с Россией. А само собой Россия, если мы говорим о гипотетических вещах, Россия будет вести агрессивную политику, потому что будут проводиться какие-то манипуляции со стороны Запада. Ну, все, что происходит сегодня в Украине, представьте, что оно начнет происходить, грубо говоря, начнет происходить на Кавказе. Желаете ли вы этого? С учетом того, что Кавказ всегда был местом для каких-то геополитических интересов и место, где хотели всегда разделить свою сферу влияния такие государства, как Турция, Персия и, само собой, Россия. В дальнейшем, конечно же, сюда попытались и европейские страны экономически как-то сделать интервенцию. Это мы знаем, заключение BP, Shell договоров с нефтедобычей, нефтедобычей в Чеченской Республике или на Кавказе, в общем, начиная от бакинской нефти, заканчивая чеченской нефтью. Все это было, чем это закончилось? По крайней мере, вот в то время появились вот эти рассуждения, что мы когда-то попадем там в руки англичан и так далее и тому подобное. Но снова же я говорю, никто, ни один человек, ни одно государство в этом мире не будет переживать и заботиться о чеченском народе больше, чем сам чеченский народ. Если вы считаете, что сегодня какой-то союз Кавказских республик может независимо создать что-то наподобие Европейского союза, да нет, не будет этого. Во-первых, Европейский союз сам уже, как говорится, трещит по швам. Там много моментов. Европа ушла далеко вперед, потому что у них есть технологии, потому что у них есть образование. Многие вещи, конечно, есть хорошие вещи и есть точно же культурная деградация среди европейских стран, потому что в их понимании все, что происходит на Кавказе, это варварство, все, что происходит, это какой-то феодализм, это, не знаю, отсталые от всего мира проживают здесь на Кавказе. Вот, развитие культуры наших кавказских народов им многим непонятно. И само собой они считают, что вот сюда нужно закинуть максимальное вот такое, в кавычках, развитие, интеграция, мультикультурализм и так далее, и глобализацию нужно максимально вести сюда. Но для Кавказа это недопустимо. Многие вещи недопустимы. Я себе мало представляю, чтобы в Кавказе начали, я не знаю, уходить замуж за кошек или за пылесосов. Ну, какие-то такие абсурдные вещи. Я уже не говорю про каких-то остальных людей, которые занимаются вообще нетрадиционными вещами. Это нам чуждо. Создать экономическую модель, чтобы... Я не вижу ничего подобного между республиками. У нас до сих пор между кавказскими субъектами стоят посты. Когда попытались упразднить эти посты, начинает возмущение, мы против, не надо поставить, надо еще больше поставить нужно. Посмотрите, где это видно, о каком союзе мы говорим, о каком единстве мы говорим. Мы не можем свободно передвигаться, имеется в виду, проверяют 333 поста, нету доверия, некоторые земельные вопросы не решены, некоторые вопросы, я не знаю, даже много каких вопросов не решено. Поэтому и плюс самым важным фактором это экономический фактор. Откуда будут финансы? А если и будут финансы, кто будет главным в Кавказских республиках? Какой регион будет главным? Опять же, люди, которые не изучали модель Горской республики, могут говорить, ну, Горская республика, вот идея как раз-таки была зарождена. Вот, смотрел я точно так же и передачу грузинских политологов и историков.
Они говорили, что рассказывали о централизации вокруг именно Грузии, всех остальных северокавказских республик, и что проблемой этого стало, это мы говорим, конечно же, о прошлом непосредственно, проблемой стала исламизация Северного Кавказа, и что это остановило именно централизацию и объединение всех кавказских республик вокруг Грузии. То есть Грузия видит себя центральной силой, центробежной силой, понимаете? Точно так же Азербайджан считает себя, Армения считает себя. Но тогда о каких договорах мы можем говорить? О каком союзе мы можем говорить? Конечно, это дойти до этого уровня очень далеко. Мы, к сожалению, если бы это было бы, я бы, может быть, и не бы, я бы вам сказал, что да, но мы не готовы к этому. К сожалению, к Северный Кавказ, да и вообще Кавказ не готов к этому. Потому что нету никакого экономического развития. Никакого. У каждого тэпа взятый ДНК, да, где можно свой проверить, где курс. ДНК, посмотрите проект Пахрудина Арсанова в Фейсбуке, узнаете, какие тэпы, где что сдавали. И здравия желаю всем иноязычным и иноверцам мира вашим домам. Тебя тоже. Я здравия желаю, Борзайл. Я говорю, если представить. Ну, вот как бы я сказал, Борзайл. Ассаламу алейкум, санвежри ва алейкум ассалам. Просто это республика, я о Союзе говорю. Да нет, разницы нету. Горская республика, это я вам тоже привожу как модель. Но не больше, не меньше. Так, я многие вопросы пропущу, потому что спущусь. Давайте сейчас не бросаться громкими словами, особенно тем братьям, которые проживают в алейкум ассалам, которые проживают далеко за пределами и рассказывают нам здесь, которые проживают дома, здесь про различного рода термины, политические термины. И мы говорим об истории. Исторически это, к сожалению, прежде чем мы начинаем говорить о каких-то громких вещах, мы должны подумать, что мы можем сами сделать. Сколько заводов мы можем построить, экономическую модель выстроить, объединить весь народ, быть единым целым. Ну, много вопросов, которые нужно решить. Не решая всех этих вопросов, не решая всех этих вещей, нужно понимать, что мы получаем, если ты дома живешь, так, тем более, я знаю, о чем я говорю. Надо понимать, что мы изучаем, алейкум ассалам, изучаем историю. Для чего? Чтобы увидеть все минусы и все плюсы. Чтобы увидеть, как жили и как погибали национальные герои нашего народа, духовные лидеры, достойные сыновья нашего народа. К чему мы должны прийти? Чтобы прийти к чему-то большому, феерическому, нужно мы элементарно простые вещи даже решить, которые мы вроде бы все знаем, вроде бы все тянемся к этому, но не решаем. То есть создать некий альянс Северного Кавказа. Но есть альянсы Турция с Азербайджаном, Армения с Россией, Грузия с Европейским Союзом. Я не говорю, что плохо. Я не говорю, что это плохо или что хорошо. Я это говорить не буду. Но я не вижу именно того, чтобы прямо мы видели прямо такое благоденствие, что у них все хорошо, или что нету никаких проблем, что они живут там феерически круто. Нет, конечно же. Есть большие проблемы, и территориальные проблемы есть, и другие проблемы есть. Не решая эти проблемы, не решая экономические проблемы, о чем мы можем говорить? Мечтать, конечно, можно, громкие слова говорить можно. Но вот вы видите, мы знаем Ауховский процесс, да? Мы прекрасно знаем этот момент. Мы знаем другие моменты, которые поземельные, с многими кавказскими республиками. Мы еще не говорим об адыгах, мы еще не говорим о многих других вещах. Понимаете? Ну, что дальше?
Решается ли этот вопрос? Сегодня, грубо говоря, мы не можем поехать туда, там, если там подрезают, какие-то специально делают провокации с их стороны, с нашей стороны. Разницы нету. В этом я вижу реальную проблему. Даже оставим соседей. Бог в помощь. Дай Бог, чтобы у них все было хорошо. Оставим соседние проблемы. Возьмем внутренние наши проблемы. Внутренние наши проблемы мы не можем решить. Ну, как в плане в каком? Я говорю, вот в сердце, в голове не можем это все решить. Один выше другого себя считает. Другой там себя считает там западником, другой там восточным, третий, десятый, там кто-то лучше, кто-то выше. Эти вопросы, эти проблемы, они просто как снежный ком. Баслам, недавно нюха у тебя была 40 лет, дал делал брат. Сахал хахаз дышнеш от души. Ваша ДРС Хейл дал Сейдуэл, да, исполнилось, конечно. День рождения, конечно, было. Ну, как день рождения? Можно сказать, тому это название было, а так ДРС Хейл, что поздравил, напомнил. Приятно, конечно, видеть, слышать поздравительные слова в свой адрес. Это, конечно же, без этого никак нельзя. Люди, простые люди, которые живут по милости Всевышнего Аллаха, я имею в виду, все живут по милости Аллаха, но финансово нестабильные, они хотя бы добрым словом, братским словом могут друг друга поддерживать, и это очень приятно. Да, Аллах, когда-нибудь, возможно, когда все будет нормально, мы всех, я постараюсь собрать вас всех, пригласить и посидеть, отметить, как говорится, по-человечески. Сейчас я пока, к сожалению, никак не могу этого сделать, возможности нету. Но все будем надеяться, может лучше еще впереди. Все правильно, экономика важна, но для чего разделение? Ведь нам никто ничто не запрещает на Кавказе в плане ислама, но внутри надо работать над собой. Да, об этом я и говорю. Мы видим вечно внешнего врага, мы видим причину внешних врагов, но мы не делаем ничего то, что мы можем сделать внутри себя, внутри самого Кавказа. Вардло, я же сказался, это шхла. Я понимаю, что сегодня возможности, конечно. Я думал, там, если получится хоть определенно собрать, но, к сожалению, январь месяц, у всех кризис, у всех не занять, не взять, человек, аж дочи, это бочи, короче. Ну, удивился. Башлам, всем твоим подписчикам нужно собраться в горах 1 год, да? И я только рад. Это не от меня столько зависит. Почему не разоблачают? Почему вы разоблачают? Что за вопрос? Почему вы разоблачают? Сивеликсет 775. Я не понял вопроса. Задайте опять. Не понял я вашего вопроса. Нет, это добровольное пожертвование. Тот, кто хочет, донатит. Кто не хочет, не донатит. Никого, ничего. Почему вы разоблачаете ингушей? Я не разоблачаю ингушей, я разоблачаю лжецов. Все, кто льет грязь, несправедливость по отношению к чеченскому народу. Мне без разницы, какой национальности. Поэтому кто бы ни был, кто бы ни врал, не сочинял,
не крал историю, культуру, географию, да все что угодно. Поэтому разоблачение есть со всех сторон. Тут нету разницы. Башлам, ты видел ролик Алла? Нет, я не смотрю. У меня нету YouTube канала, не смотрел. Я не смотрю чужие ролики редко. Когда я ссылки скидывают, смотрю и разоблачаю. Ассаламу алейкум, Саваш. Ва алейкум ассалам, брат Адыг. Братьям Адыгам всем салам. Они сами себе разоблачают в последнее время. Да, мне без разницы, я же говорю, нету там разницы, кто это. Лжецы, нарнийцы не имеют ни нации, ни веры, ничего. Это вот мое мнение. Не знаю, конечно. У каждого человека своя голова. Малик, когда ты разобрался там. Братья лишь на словах, а на деле только некоторые народы мы до сих пор. Так, какая разница, ингуш, чеченец или кто другой? Провокаторов нужно провокаторов, обращенную погибель. Абсолютно верно. Я тут и никогда не было цели давать окраса лжецам, подлецам, мошенникам. Никогда. Нету никакой разницы национальности. Лжец может быть любой национальности. Он с Юлей сколько раз я разоблачал. Они там сказки рассказывали, ложь, клевету на Байсангура, на Ауховский район, на Восточную Чечню рассказывают. Я их разоблачаю, говорю, что это ложь, сказки свои рассказывайте. И что? Причем тут? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Адыги всегда помогут. Салам, братьям, адыгам. Пошла ногчик, он халх, мух, алфавит, хил, его буквыш. Здесь очень сложный вопрос, Моусар. Использовали и латиницу, и арабскую вязь, и грузинскую вязь, поэтому говорить однозначно мы не можем. Дали слово, что они будут преследовать своих, если они будут на нас клевещать. Нет, я не видел. Почему вы именно ингушских лжецов разоблачаете, а не лжецов из других наций? Сивиль XZ3775, ты, кажется, ошибся. Я только что тебе говорил. Не только ингушских, не надо врать. Разных. Я не знаю, откуда ты взяла эту информацию. И сегодня вообще никто вроде бы об ингушах не говорил, кроме тебя, который ты зашла и говоришь. Там что-то начинаешь там выдумывать. Я уже об ингушах не говорил 100 лет. Поэтому нету разницы, ногчи или ингуши, чтобы кого-то обидеть или оскорбить. Такого понятия у меня не было. Серблой тейп дойзи, он дойз, ногчи тейп дух серблой. Цен ногчи тейп дух. Пошла вас Богом, войнохчи буква шмух дервет. А этого никто не знает. Мы утеряли алфавит свой. В этом проблема. Устно мы знаем, как они звучат. То, что мы взяли и переложили их на, как говорится, на арабскую вязь, на латинскую вязь, на грузинскую вязь. И вот мы сейчас используем последнюю кириллицу мы используем. С 1926 года. Они их потом скажут, типа сербы, не знаю, сербла и сербы, ну, да, звучит. Пошла, что там Бдузик про нас придумал? Они сейчас не знаю, но немного ранее они гнали вот эту тему, прогоняли о том, что Мария Темрюковна заключили договор, что якобы
Россию на Кавказ привели там якобы черкесы. Вот эту тему они проталкивали очень сильно. Честно сказать, ничего глупее не мог слышать. Россия, вне всякого сомнения, свои интересы бы продвигала, и она искала путь, выход вплоть до Индии. Это вот мечта у них была. Вот. Но многие этого не понимают, что когда есть геополитически сильные такие державы, им какие-то маленькие регионы, которых можно поглотить, завоевать, ничего не стоит. Поэтому не понимают они этих вещей. Конечно, не понимают, ни про войны не понимают. Но там еще до этого имеется в виду, Адык, все-таки это же, не забывай, что там речь идет о 16 веке. Как думаешь, действительно ли ингуши были амазонки? Честно сказать, даже не стану об этих это обсуждать. Мне дела нету, честно сказать. Это их история, меня это не касается никаким образом. Вот. Амазонки это вот нечто такое, которое нужно доказывать. Кому только, кто только не говорит про этих амазонок. Вот. Уважаемые мои друзья, время эфира первой части у меня закончилось. Алим, все, брат Алим, будем знать. Давайте я еще чуть-чуть продлю эфир, ладно? Но возможно чего. Я постараюсь продлить, еще 1 час проведем вместе. Я вообще хотел коротко, но раз есть вопросы, будем отвечать. Я сейчас эфир продлю. Ой. Ароной ногчеву. Так, давайте я... Дугдахаш, в этом ролике не все помещаются. И этот ролик там попытались кратко скомпоновать в 1 минуту. Все поставить, понимаете? Чечен 149. Лоша, вала, я пытаюсь с возможностью ограниченную. Это бац, я сейчас перезагружу, и мы постараемся еще чуть-чуть побыть вместе. Сейчас я перезагружу, не теряйтесь. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Это они, чтобы вину с грузин отвести, чтобы в русских отвести начали тему. Вторая тема, они грузины доказывают. Ну, я не обвиняю вообще никого, честно вам скажу. Кто привел, не привел, еще раз вам говорю, нету никакой разницы. Никто, если бы даже не обратился бы, Россия, как супердержава, продвигала бы свои интересы дальше на Кавказ. И разницы никакой нету. Сделала она это через море или сделала она сухопутным путем, никакой разницы нету. Это бы все равно произошло. Где находится Персия? Но она свои, как говорится, свои возможности использовала, чтобы влияние свое использовала, чтобы завоевать, покорить Кавказ. И частично у них это получилось. Ведь получилось это. Конечно, получилось. И тот человек, который отрицает и говорит, что не получилось у них и так далее, и тому подобное, получилось. Большая часть Дагестана была под персидским влиянием. Большая часть Западного Кавказа по истории, по пониманию истории, считается, что было под Оттоманской Турцией. Ну, посмотрите все карты. Именно так и выглядят. Они показывают, кто какие влияния имел. И это не зависит там от того, хотели эти народности, малые народы, или не хотели. Это было, это будет и это есть. Каждый пытается сегодня распространить свою сферу влияния на те или иные регионы. Поэтому не надо говорить, что там эти виноваты в этом или эти виноваты. Нет. Просто каждый пользуется этим. Ладно, оставим некоторые моменты. Это Башлам. Почему Инста каждый час тебя отрубает? Потому что у меня нужно каждый час доплачивать и заставить. Так вот, спасибо, скажем, моим нарнийским ублюдкам, которые сделали вот такую вот услугу мне. Вот. Мне нужно каждый час снова и снова покупать, если у меня есть возможность, конечно, и загружать трафик. Вот. Ну да ладно, оставим это. Все, что не делается, делается к лучшему. Неважно, как они это сделали. I'm back, говорит Гайстамер. Welcome to home. Мой аул Герменчик, настоящее название Хатигова. Так его в русскую, кавказскую разворовали все наши жители. Так что... Но это, как говорится... Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Дэрис хил. Алейкум ассаламу юсри. Алексей Гришин. Я 82-го года рождения. Эх, молодой, где я там?
Уж больно лицо знакомое. Бывает. Бывает, конечно. Помогают или не помогают, присылают или нет, это не важно, друг мой. Мое дело выставить. Кто хочет, тот помогает, кто не хочет. На то оно и название добровольное. А так ничего. Я рад, что могу хоть какую-то пользу принести, если приношу ее, понимаете? А к работе это не относится. Моя работа, моя специальность совсем другая в основном. Государственное, муниципальное управление, там, менеджмент, социальное направление. Вот. Да, я живу в Грозном. Чечен 149. Да, Аллах, конечно. Башлам, есть какая-либо информация о потерях нашего народа при нашествии Тамерлана? Нету. Не то, что нету информации. Там в процентном соотношении я видел несколько выступлений, что где-то оставалось до 15, от 15 до 10%, что Тамерлан уничтожил. Тамерлан, хромой Тамерлан уничтожил. Вот. Остальное, как говорится, ничего, количество людей неизвестно. Многие моменты и сражения во времена Тамерлана неизвестны, не только уж, говорится, как говорится. Поэтому слышал ли про Георгиевский трактат? Да, слышал. Да, абсолютно верно, Адыгей. Брат Адыг. Алим, ты сказал, зовут, да? Алим, я как-то все... Адыг написано, я ориентируюсь непосредственно по нику. И Танзила сегодня первый и единственный человек, который задонатил. Танзила, огромное спасибо. Сейчас я постараюсь, там, если есть сообщение написано, постараюсь прочитать. По крайней мере, там не показывают, но Танзила да са доел будешь гезашка соудолил. Дай Аллах, чтобы все, что у тебя осталось, приумножилось в тысячи и миллионы раз больше. Есть Эйлери Бахари, есть такие факты. Не понял вопросы, конечно. Ну да ладно. Да, самое интересное, когда остается последние минут 10-15 перед тем, как отключить или перезагрузка через каждый час, да, активность просто бывает бешеная. Минуту-полтора ты перезагружаешь, заходишь,
все теряются. Вот это, конечно, какой-то странный, непонятный для этого дела, конечно. Да, Тамерлан был амиром, и они были мусульманами. Нет, ты ничего не путаешь. Ва алейкум ассалам. Башлам, я смотрел фильм в кинотеатре про Байсангура Биноевского, мне понравился. Башлам, ты наш ТД Жирасланс Гукетлова слушал? Нет, не слушал. Нет, не слушал, к сожалению. Жирасланс Гукетлова. Так много материалов, так много чего нужно сделать, честно сказать. Не всегда успеваю. Это очень сложно, конечно. Я, честно сказать, сейчас мало уделяю вниманию аудиозаписям вообще. Музыку очень редко слушаю. Я в основном работаю. Ибраим, я знаю, Бярткел, древнее чеченское село. Ибраим. И много читал про это чеченское село и про это село. Перенаправь мой вопрос пошлам, пусть он расскажет про его. Древнее сказать не скажу, но древнее говорить это немножко иная тема. Да, начало 19 века, пока по той информации, которая была, информация, которая у меня есть, по 1811 году. Вот, рассказывать в основном как таковое сражение, это я не могу сказать, что были пару сражений с терскими казаками, селение, некоторые моменты говорят, что сжигалось, не все сжигалось или нет. Вот, осели на этой территории в основном с Черных гор представители непосредственно и Уарстхуай, и Кей, и Хакмадуай, многие из разных, как говорится, сел. Цуан, Труай, Чертуай, Докуберткела, Эхшпа, Туай, Хуай, я могу Балуай, и Баулуай Буберцун. Я путаю, то ли Баулуай есть, то ли Балуай, Балуай Бубала Мацун, ну, вот много разных типов, вот, само собой, как говорится, как рассказывать, как такое про свое я Чермой я не слышал, честно сказать. Чермой бумя шикруай буйхасун, чермой бумя чуатсу тига, бомбар тига, чермой хила тига. Поэтому
про свое, как говорится, в последнюю очередь рассказывают. Ва алейкум ассалам. Да, мой душ. Дайте доработать. Максимально я соберу информацию и, иншаллах, расскажу вам. Башлам ассалам алейкум. Бакаев возобновил работу на YouTube. Я знаю, я же сообщил об этом, Стабулат. Я сказал об этом, дал знать. Все, кто у меня спрашивал, могут посмотреть дальше передачи нашего уважаемого Хасана Бакаева. Башлам, Наурский район, почему наших очень мало говорят, что живут, правда ли это? Нет, неправда. Наурский район сейчас в основном наши живут. Немного русских, конечно, там есть, а в основном наши там живут. Терских, точнее, казаков. То, что осталось от терских казаков. Так в основном наши. То, что там говорят, наших мало живут, это неправда. Вот. Ты посмотри, если там хоть кусочек земли, который свободный, и ты поймешь, наши там или не наши. Вот такая вот ситуация. Нет, только Танзила. Да, Танзила задонатила одна, все. Я вчера спросил с одним из-за этого. Я вчера спорил с одним из-за этого. Можешь так, не переживай. Шабол, Чебер, Луай, Шаруай, Тигаш, пухон в основном. А видел, как дагестанский отреагировал на приветствие ассаламу алейкум в прямом эфире. Спорил. Ва алейкум ассалам. Да, Дон Назарони, так и есть. Шаройский спецназ. Шарара, Джеберлай. Хотя, в принципе, Масанабеш. Сейчас пока выпал я сейчас немножко из-за болезни, из-за каких-то технических проблем, здоровья матери тоже не самое такое лучшее, как бы хотелось. Немножко выпал я, ну да, возобновим. Поэтому все сделаем, попытаемся, по крайней мере. Такая вот ситуация. У них есть комментатор, в прошлом сейчас за ум взялся, понемногу в политику ударился он. Его выбесили то, как его зрители салам кидают. А, ты про этого дядя Рамазан, или как его там зовут? Ахмад Бешидов, Дересхел. Ну, понимаете, название, чтобы можно было сказать древнее село или древнее поселение, то это понятие очень растяжимое. Если бы это оно было 14, там, 15 веков, то это можно было сказать древнее. Адыгских нету никаких. Я не знаю. Не знаю, вроде бы нету. Я ночью родился таким. Дересхел. Горжусь тем, что мне это...
Если бы и было родство с адыгами, я бы еще больше бы гордился бы этим. Поэтому, но, к сожалению, я нохчу. К сожалению, это тоже неправильно будет сказать. Как не скажешь, все неверно. К радости моей, к сожалению, к других, но я честно нохчу. Вот. Был, есть, иншаллах, буду, по крайней мере. До последней крови, до последней капли. Я буду, мои дети будут. И весь мой род будет. А что касается братства, мы знаем, кто наши братья. Мы знаем, с кем вести братство, с кем дружить. Башлам, какое именно место в Чечне тебе нравится? Компрометирующий вопрос. Мне нравятся наши горы. Весь наш юг – это самое прекрасное место нашей Родины. Начиная от Галанчожа и заканчивая Чаберлоем. Брат Адыг, ну это... Почему? Нет, мы просто потихоньку живем. Башлам, я читал книгу Баркал, мне это нравится. Сам не увиливай, а именно одно ведь есть же. Хотел бы Майста посетить, конечно. Хотел. Я был бы рад быть в родстве с адыгами, и я что-то... Ну, в любом случае, как-то так. Я не хочу никого обидеть. Ежик в тумане. Этот мужик очень хорошо разговаривает на русском. Какой мужик? Ежик в тумане. Ты о ком? Наш народ в себя еще не пришел после столетней войны с мощной империей. Да, согласен. Да никто не пришел, Муша. Ты думаешь, мы пришли, что ли? Не так много времени прошло. Ашхундо адыгиш сразу хазуна, что это штаги. Атахара абаздайла ад. Башлам, ты считаешь адыгов, ингушей братьями, грузин наши? Я считаю всех кавказские народы братьями, соседями. Но если исторически говорить, более воинственные это братья адыги, лезгины. Ничего тут такого нету. У вас еще и высылки, еще 2 войны, да. Нету плохих наций, есть плохие люди. Башлам, лезгисяк. Придут к вам, я помню, чем лучше. Лезгистан существовал. Кавказская Албания, их, так сказать, прародина. А то, что грузины приняли панкистских чеченцев, не ели их выселить, это как? Руслан Индарбиев, ты сейчас говоришь о чем? Приняли панкистских чеченцев, они никого не принимали. Они позвали их, они поселились там и живут как единое целое. И это хорошо. Они приняли своих братьев, своих соседей. Что тут плохого? Что они принимали чеченцы, грузин? Принимали, конечно. Принимали. Ничего такого нету в этом. Принимали и будут принимать.
Поэтому я не вижу никаких проблем с соседними регионами. Будь это Закавказье, будь это... Я про тебя без акцента разговариваешь, Якут. Ну, нашему народу присуща такая, как говорится, такой, чтобы, если они хорошо изучают, учатся, они могут выучить любой язык и говорить спокойно, без всякого акцента. И тут нету никаких проблем с этим. Это может быть английский, это может быть немецкий, французский, любой язык. Очень такая присущая черта национальная. Но только это нужно захотеть. Ленивых, конечно, у нас немало. А так, конечно же. Насчет панкийских кистинцев еще. Панкийские кистинцы отдавали свою жизнь за Грузию, за Кавказ. Так что, я думаю, там они нормально. Башлам мы хотим Курдистан. Но это, честно сказать, ваши внутренние дела, я влазить не могу. Это сами решайте. И я не влазю в вопросы и проблемы соседних регионов. Это неблагодарное дело. Все языки произошли от нашего, поэтому... Я выехали от Спанкиси. Ну, как понятие, выехали его куда тебя больше. Я отсюда лет наш выкупить день дуешь, но ночью шехали, але я зендаться. Солнце гина, по крайней мере. 200 лет вечер. А это, если я слил шука. Что вот так как-то выехали от Соел и панкийских цахич. Соел и панкийских хир цахич, аля звачерё. Ага. А другие чеченцы изгнали грузинов из Абхазии. Как это оцениваешь? Я оцениваю то, что ты говоришь. Во-первых, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Это раз. Не чеченцы изгоняли грузинов из Абхазии. Это проблема между абхазами и грузинами. Если ты не понимаешь ни в политике, ни в истории, не надо писать такие вещи. Это два. Не в обиду. Я объясню тебе почему. Во-первых, чеченцы заключили договор. Они были слабая сторона абхазы. Они попросили помощи, и туда поехало человек 200, если я не ошибаюсь, если есть 200 человек, не больше. 200 человек не могли прогнать оттуда ни грузин, ни армян, никого. Это взаимоотношения между грузинами и абхазами, и они сами между собой разберутся. Нас позвали на помощь, мы пошли на помощь. Ну, нас имеется в виду, если мы говорим за эти 100-200 человек. Ни больше, ни меньше. А если ты начнешь говорить мне, рассказывать про эти вот сказки, а это сказки не больше, я тебе поясню другое. Во-первых, начиная от Багратиона, которые воевали на стороне Российской империи, сотни, если не тысячи грузинских солдат, офицеров приходили, воевали и убивали моих предков. Гвишиани сожег 700 моих предков. Берия с Сталином вместе сослали, и погибло сотни и тысяч моих братьев, предков. Сегодня имею ли я право обвинять грузинский народ в том, что они это сделали? Или делают ли это чеченцы? Нет, не делают. Поэтому мы не ищем, кто больше кому навредил и что-либо сделал. Мы ищем рациональное зерно среди всех этих. А вот эти сказки, которые рассказывают обычно нарнийские утырки, про якобы, что выгнали грузин из Абхазии чеченцы, чеченцы не имели никакой силы. 200 человек, которые пришли на поддержку воевать в Абхазию, как и ингуши,
чеченцы, ингуши были в Абхазии. И есть списки. Сегодня просто только чеченцев в этом обвиняют. Возникли проблемы. Да, в 2008 году опять же определенная там какая-то военная часть, которая была в составе Министерства обороны России в 2008 году по освобождению, или там, я не знаю, как называть, как хотите, в Южной Осетии, участвовала. Но виноват ли в этом весь чеченский народ? Конечно же, не виноват. Спрашивали ли весь Чечен? Нет, эти люди были офицеры, служили в российской армии. И с российской армии пошли, не с чеченской армии. Точно так же в Абхазию, когда пошли, пошла не чеченская армия, не чеченские подразделения, не было там, даже не было 500 человек, 180, максимум 200 человек было. Так что поэтому рассказывать мне о взаимоотношениях между грузинами и абхазами, между осетинами и грузинами, и что мы там кому-то слабой стороне помогли, или слабой, или сильной стороне помогли, или не помогли, я говорить не буду. И думаю, не стоит и тебе говорить, если ты не знаешь всей глубины этого вопроса. Сегодня так, завтра по-другому. Неизвестно, как кто будет. У грузин хорошие взаимоотношения с чеченцами, и у чеченцев хорошие взаимоотношения. Не надо пытаться вбить в кол, пытаться нам рассказывать про это. Мы все прекрасно знаем, и историю я знаю, по крайней мере. И я об этом говорю. Ты видел где-нибудь, чтобы я стравливал грузин или чеченцев, или говорил, что мы их не уважаем, или оскорблял? И никогда не увидишь. И нету ни к одному народу. А есть такие люди, не знающие, которые несут вот этот бред, нарнийский бред, и пытаются стравливать. Мне грузины ни тепло, ни холодно, вот так ничего не сделали, чтобы я их благодарил или что-либо говорил. Но я знаю хорошо, по крайней мере, хорошо не скажу, на троечку знаю историю. Я знаю, что сделали грузины, что сделали аварцы, кумыки, лезгины, адыги, ингуши, осетины, кабардинцы, нагайцы, казаки терские. Мне не надо, нам, чеченцам, не надо рассказывать нашу историю. Мы прекрасно знаем, кто что сделал и кто здесь был. И сколько наших предков уничтожал. Или может тебе напомнить, как шейх Мансур отдал раненого Багратиона царской России за его мужество и отвагу. Хотя могли его убить за то, что он пришел воевать против чеченцев, но не убили. За его храбрость, мужество, за уважение. А были ли абреки грузинские, которые помогли чеченцам? Были. А чеченские абреки были, которые помогали грузинским абрекам? Да, были. Поэтому кто что сделал для кого, мне рассказывать не надо. Мне просто обидно по незнанию, что вы несете такую ересь. Особенно касаемо конфликта грузино-абхазского конфликта или грузино-осетинского конфликта. Не нужно лезть туда, где вы не сведущи. Так, многие вопросы я пропущу. Я знаю, что отправил там. Я знаю, что адыги это общее название, брат. Я знаю. Адыги это ваше самоназвание, а черкесы это общее название всех вас, как говорится, на русский лад. Кабардинцы это уже третье деление конкретно. Я это все знаю. Дукалис, Кайлах Афиш, я что нет, Кайлах я, в принципе, почему Кайлах? Я провожу эфиры, я же сказал вчера, что будет эфир сегодня. Пока есть немножко возможность, я провожу Саяту Бельш. Вот. Но возможности у меня как бы ограничены. Так, давайте задавать следующие вопросы. Если есть, конечно же, вопросы. Не знаю. Чувак, ну вот не надо издеваться. Ты отправил запрос. Видишь, снизу написано. Вот есть номер. Если ты не подкалываешь, если ты хочешь задонатить, вон есть номер, отправляй.
Если PayPal, у меня есть на главной страничке ссылка на PayPal. Ну, не надо мне вот эти лишние разговоры. Что это, как это. Кто хочет, донатить, кто не хочет, не донатить. Все. Башлам, объясни Абазу, кто входит в группу адыгов. Абаз прекрасно и так все должен сам знать. Я думал, что больше не будет твоих эфиров, тебя что-то долго не... Дукалис, да, у меня не было эфиров, потому что технические проблемы, я всем объяснил. Я поэтому пытался собрать и купить другой телефон, но, к сожалению, у меня это не получилось, и благодаря некоторым братьям получилось заменить батарею, и вот частично я провожу дальше эфиры по мере возможности. Ассаламу алейкум, Башлам, есть точное место, название, где был убит Тайми Бейболт? Не был убит, Тайми Бейболт был отравлен, его пригласили на свадьбу, там его отравили. Национальность называть, кто его отравил, я не буду, но это одна из наших соседних регионов. Отравили, и пока он ехал домой, ему стало плохо, лошадь его привезла до конца домой, уже без сознания, он, да уже и так, адык, брат, буду крошить, без разницы, 3 или 4 дня он дома пролежал после отравления, так умер в постели. Тайми Бейболт. Никто его не убивал. Вот эти сказки, что ему голову отрубили, кровники, это сделали, то сделали, это все выдумка и бред наших нарнийских некоторых соседей, которые любят рассказывать. Тайми Бейболт, гроза Кавказа, один из лучших дипломатов и политиков первой половины 19 века. Вот, один из лучших представителей нашего народа, личность которого до сих пор до конца еще не изучена. Поэтому мы с гордостью должны говорить об Бейбулате Тайми, вне всякого сомнения, в историческом контексте. Не верьте о том, что его там убили, голову отрубили. Это бред и сказки соседей некоторых. Понял, Баркала Масана Башлам. Если Будзик продолжит болтать, то ему объяснят. Он болтать, это его феня. Он по фене, кажется, своей болтологией занимается. Будем пытаться. И сейчас кто-то еще из наших. Кто-то задонатил. И давайте. Кто-то. Имя не написано, кто. Ну, тот, кто задонатил через Тинькофф, ваш донат добрался. Дал Саадойл, Болдеснега, Эзешка Солдолил. Не знаю кто, но тот, кто задонатил через Тинькофф, карту Тинькофф, ваш донат дошел. Огромное спасибо. Дай Аллах, чтобы все, что у вас осталось, приумножилось сотни тысяч раз. Нет, не общался. Никогда не общался, честно сказать. Ему говорили, чтобы он пообщался со мной, но он сказал, что не будет. Что спорить с ним бесполезно, и нет в этой надобности. Он за всю свою ложь ответит перед Всевышним Аллахом. Да если я или кто-либо другой, разницы нету, речь идет о любом человеке, кто бы этим ни занимался. Да. Ну, тебе так сильно интересно это?
Я не знаю, но если ты так сильно интересуешься прямо о финансовой моей стабильности, что ли, или не знаю. Ола, я таких, как ты, не стесняюсь и никогда не стеснялся. И мне переживать за это нечего. Да, 2 доната. 450 рублей. Все, ты успокоился? Поверь мне, за эти деньги меня никто не подкупит. Ваши пытались, не получилось. Не знаю, что ты так сильно переживаешь за это. Хотел узнать, за сколько, что я делаю, я не знаю. Нет. 300 и 150. Все. Успокоился? А теперь домой. Достал ты меня. Как будто бы я сокаться айдох, что ж, сын. Не переживай. Дальше. Вопросы. Ладно, сонum докелес. Аса yoqqum yoqmash, qa'da doqmash, para cho'g'cha o'ylan bo'sh. Ну давайте, задавайте вопросы, я отвечу правильно, вот так и пошел. Я отвечу, потому что это все дальше я продолжать не буду. 2 часа эфира, думаю, достаточно. Да и возможности, как говорится. Часы, да, простые часы взяли, недорогие, не бойтесь. Взаимоотношения чеченцев и осетин, интересно. Нормальные взаимоотношения. Алла, моти, заглядывай до тебя, умадам дать. У меня 3 карты. Ханд ирдагайта цигах. قبعتم أخشى داتسان دار الحج براتش بولشاني خام ساسون нахиос шо дидуется. Внешность, кошелек, все что угодно, но только не об истории. Не о правде. Не надо глупые вопросы задавать, конечно же. Какие хорошие, плохие. Башлам из тебя миллиардер делал. Ага. Ты слышал сумму, которую я назвал, да? Маловероятно, что я стану миллиардером. Взаимоотношения всегда были разные со всеми многими народами. С кем не воевали чеченцы, соседи, очень трудно назвать. Имеется в виду, кто там вторгался с царской Россией на нашу территорию совместными силами. Почти что все наши соседи это делали. Вне всякого исключения. Поэтому нападали ли они? Нападали. Отвечали ли мы им? Отвечали. Кровная месть и на них распространялась, и на нас распространялась. Закон гор действовал и среди осетин, и среди всех остальных тоже. А насчет мести и то, что чеченцы отомстят, это... думаю, доказывать никому ничего не надо. Происходило и всегда. Ну и с точки зрения, если говорить от остальных, осетины ничем не отличаются. И они приходили сюда с войной, с царской Россией. И, как говорится, было и плохое, и хорошее собой. И были на стороне и шейх Мансура некоторые представители осетин. Башлам. Пусть у тебя в наступившем году будет
полный кошелек, моти. Эх, дай Аллах, моти, чтобы хотя бы половина твоих слов сбылось. Мне бы решить бы пару вопросов. Дальше я бы за это не переживал. Я неприхотливый человек и не люблю шикарно там шиковать везде, как ты знаешь. Вы знаете. И малого тоже достаточно. Вот, главное, чтобы аудитория была большая. Башлам, расскажи про осетин, которые воевали в Имамате. Очень мало информации. Но что были наибы осетины, если я не ошибаюсь, дегорцы, это факт. Имена их вроде бы где-то у меня список был, но я посмотрю, как найду, опубликую. А так я не могу сказать прямо, чтобы там большое количество было. Нет, конечно же. Башлам, осетины же тоже противостояли против империи. Наверное, я не сильно увлекался осетинской историей, братья. Не сильно. Но я знаю, что очень хорошие взаимоотношения у них в свое время были с грузинами. Это было у них раньше, на ранних периодах. Ну, я не знаю, что произошло. Вы не забывайте, что среди исламского Кавказа, северного, в принципе, и Закавказья, всего 3 субъекта, как таковых, являются православными христианами в основном. Это армяне, ну, католики, православные, мне разница. Это армяне, грузины и осетины. Остальные все мусульмане. Это тоже накладывает такой вот особое отношение и взаимоотношения с царской Россией. Вот, и они, само собой, были форпостом в свое время. И многие блогеры осетинские сами об этом говорят и пишут, то есть рассказывают в своих эфирах, что было время, когда они были форпостом на Кавказе. То есть Россия на них делала в основном ставку. Вот. Абхазы, большая часть абхазов тоже мусульмане. Я не могу сказать все, но поэтому вот так вот. Убыхский народ, узнаешь. Я про убыхов, это который сейчас язык вымер, да, если я не ошибаюсь. Это часть адыгов убыхи, если не ошибаюсь. Очень воинственное племя, очень достойное в свое время были убыхи. Очень жаль, конечно, что вот так произошло, что их рассеяли и почти что не узнали, не осталось их. Я читал о них совсем немного, но я знаю, что по воинственности у них они были очень отважными сынами адыгского народа. Я убыхов отдельно не считаю, прошу не обижаться. Это часть адыгского народа, но это как общество, как говорится, как общество, они очень мужественно, хорошо себя показали, особенно в Кавказскую войну. Ассаламу алейкум, брат. Эфиры смотрю твои, иногда, правда, не понимаю, о чем идет речь. Ваш язык не знаю, по мере возможности общайтесь на русском языке. Катаев 007. Я пытаюсь, в основном я разговариваю на русском языке, но проблема в том, что те люди, которые заходят, задают вопросы мне на родном языке, мне приходится отвечать им на родном языке. У нас есть и представители, особенно нашего народа, которые выросли за пределами, они знают только наш родной язык, русского языка они не знают. И они просят говорить, конечно же, на родном языке. Я вас прошу прощения, я, конечно же, веду свои эфиры в основном на русском языке, чтобы взаимоотношения у нас были очень хорошие. Так вот, по воинственности частью адыгского народа убыхи показали себе как самые лучшие воинственные воины. Одно из обществ адыгского народа очень хорошо. Да, к сожалению, даже те, которые остались, язык утеряли, их осталось, в принципе, не так много. Я не могу сказать, 30 тысяч или нет, но есть так. Башлам, как оцениваешь труды Далгата? Честно сказать, мне нравятся труды Далгата. Там, да, конечно, есть и хорошее, и плохое, но, к сожалению, трактуют каждого по-разному. Я
на 4 оцениваю работу Далгата. Ну, в чем его проблема? В том, что он записал все, что ему рассказали из полевых материалов. Очень много он сделал, работал много. Я не могу сказать, что он много работал в южной части Чечни, но то, что он работал в Ингушетии очень много, и с нами, в принципе, немного работал, с чеченцами, имеется в виду. И это огромная честь и благодарность, есть у них хорошие материалы. Но акцентировать внимание на него как на профессионального историка я не могу, к сожалению. Я думаю, что вы понимаете это сами. О, Нохчи, Борз, Эльстаншхоевский, Берти, Борз, Харван Садулаев, если я не ошибаюсь. И Харван, Ула. Харван, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Да, духу ахуал, да, мушмеш вахил. Да, у меня есть друзья убых, и язык они говорят, говорят так. Вот это праздник для Кавказа. Мир просто никто нигде не отметил его. Вот так вот. Тимур, врут они язык, не помнят. Вот так вот. Да нет, у меня самые простые подписчики. Почему они богатые, не богатые? Самые простые подписчики с Ютуба, с Инстаграм. Небольшое количество, хоть 2, хоть 3 часа ночи они будут со мной. В основном бывает со мной. Но сегодня это я не буду, конечно же, так долго держать. Но сейчас вот последние минут 10 добьем и все. Так эфир постараемся проводить свое время, но уже свое, как говорится, золотое время по графику, по расписанию. Ну, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, аслам. Вот. Какой народ не воевал. Чаха Ахриева, на какую оценку оцениваешь? Это тот, который сказал, что... Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Ты Чаха Ахриева, это тот, который сказал, что я из чеченского племени ингушского общества. Про этого Чаха Ахриева. Честно сказать, я, как тебе сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос касаемо Ингушетии. Как-то абстрагируюсь от этого. Про другие могу, а вот не надо. Просто про них я пытаюсь, не буду я. Да, тот самый. Я хорошо отношусь к его материалу. Всем у братья, иншаллах, уважаемые. Сектоп Убыхов, другой язык был между абхазским и шапсукским, вообще другой. У них язык в 1992-м. Тевфик Эсенч умер, он последний, кто знал убыхский, его речь непонятна нам. Так он же и про нас рассказывал вроде. Я знаю, что он про нас рассказывал. Я же тебе говорю, хорошо отношусь. В принципе, неплохо отношусь к ним, к его работе. Но я мало изучал его работы, честно скажу тебе. По убыхам все не так. Убыхи это адыги, но с другим диалектом. Я памятемдeki Ervay Harvan, но payda as optimize var. Pamedek yu üyeştek sa üyeştek do Harvan. Paydendek tajim sayn etto ben tajim uqdanis da hum sahaqson. История, политика, политология, политтехнология, идеология, психология. Со всем этим я неплохо разбираюсь и прекрасно я знал. Поэтому вечная ваза, хорошо.
Так вот. Вот так вот. Ну ничего, будем надеяться на лучшее, да, у Адыхтих Хердо, иншаллах. Все будет, нас не будет. Сегодня я так и не успел прочитать вам хоть один параграф Хасана Бакаева. Ну, надеюсь, что в следующем эфире обязательно постараюсь. И что у нас здесь? Странно, запрос пришел по вопросу, а написано вопросов пока нету. Слава всему Кавказу. Башлам. Я не совсем доверяю историкам, которые пришли во времена большевиков. Ну, во времена большевиков, конечно, ну, почему? Есть там некоторые моменты, которые касаются... Есть неплохие в советское время историки, честно тебе скажу. Не все, конечно, но есть небольшое количество. Доверия у меня нету и к царской России тоже, в принципе. Ну, что поделать, то, что есть, мы сами не пишем, кто в этом виноват. Есть ли кавказский народ, который исчезли с лица земли? Наверное, есть. Я не могу сейчас. Это где-то, может быть, в Дагестане был такой, слился, ушел. Дикник Херду. Друг твой сбежал в Москву. Да, брат Харван Хасон пропал, ушел. Забыл обо мне, брат Харван. Вицвелаш его. Сяван чувельш хайна умацош таппер. Харван лаван. Короче, еще Москва, да хуяш ухош. Я же говорю, у меня братья и друзья теряются только в двух случаях. Кар ахшдяни или келнус калдалини. Вот в этих случаях они пропадают. Военная часть Троицка, Ингушетия первая атаковала как регулярная часть армии Грузии, в которую контракт служит сотни ингушей, ни один не уволился и получил в советское время башлам, они не хотели признать. Есть амазонки. Уважаемые мои друзья, к сожалению, дальше я провести эфир не смогу. Уже последняя часть. Осталось 2 минуты. Я хотел бы поблагодарить. К сожалению, продолжить сегодня никак мне дальше не получится. Хотел бы поблагодарить вас, Танзила, и еще один брат, или, кажется, те, которые задонатили. Аллах дал сааду, остальным братьям, сестрам, которые оставались сегодня в эфире, огромное спасибо. К сожалению, после 2 часов дальше мы завершим. Всем огромное спасибо. Пишите в директ, не забывайте подписываться на канал, распространять наше видео, приглашайте побольше к нам новых подписчиков для общения. Следующий эфир я постараюсь сделать в среду. Я сделать не смогу, потому что у нас ограниченные возможности. Постараемся пятницу, субботу, воскресенье, эти 3 дня держать. Если каких-то экстренных случаев не будет, в среду мы не сможем. Я постараюсь сообщить. А так, увидимся с вами в пятницу 22:00 или 23:00. Всем огромное спасибо. Если будут вопросы, книги, карты, что-либо, пишите в директ, отправляйте, я обязательно постараюсь ответить. Всем огромное спасибо. ДРС Хил, АДКЛ, Дардук Дардуэл.